Венский бал на сцене филармонии. В Казани выступил Венский Штраус, ведущий европейский музыкальный коллектив, который уже 35 лет доносит до слушателей всего мира красоту и шарм музыки династии Штраусов. В Казани музыканты исполнили вальсы, марши, инструментальные шутки и арии из оперет вместе с солисткой Моникой Мёссер. В атмосферу Венского бала вместе со слушателями перенеслась Ляйсан Сабирова. Венский Штраус фестиваль-оркестр 35 лет гастролирует по всему миру. Официальный оркестр столицы Австрии ежегодно открывает Венский бал. В программе не только вальсы Штрауса, но и марши, польки, минуэты других композиторов эпохи, а также венских классиков. Дирижер Петер Гуд соблюдает все традиции исполнения этой музыки. Кстати, учился он в России. Есть детали, которые надо знать. У Чайковского есть тоже вальсы, но они ровно идут. Раз, два, три, раз, два, три. А венский вальс у нас есть немножко более свободно. У нас второй доли чуть-чуть раньше. Раз, два, три, раз, два, три. Чуть-чуть так. Стать музыкантом Венского Штраус-фестиваля-оркестра для Маркуса Аденбергера было мечтой. Он учился музыке в Вене и других городах Австрии и уже 3 года играет в оркестре. Я думаю, эта музыка модная и современная до сих пор. Людям она нравится, ведь такая музыка вечна. В России Венский Штраус-фестиваль-оркестр бывал уже много раз, а в 2010-м выступал и в Казани. Певица Моника Мёссер 8-й раз в России. В ритме венского вальса она живет 20 лет. Я глубоко связана с этой музыкой. Она радостная и делает меня счастливой. В России любимая публика. Она хорошо образована, понимает музыку. С публикой создается сердечная связь. Они не просто исполняют музыку династии Штраусов. Они создают настоящую атмосферу Венского бала. Музыканты поют, танцуют и даже разыгрывают небольшие сцены. Пьют импровизированное вино и дарят зрителям венскую конфету. Точнее, вальс с таким названием. А в целом призывают наслаждаться настоящим моментом жизни. Полина Кострицкая, Андрей Сентальцев, столица.